Сергей Миронович, а что вы предлагаете, как нейтрализовать политику Грузии? Вас обвиняют в геноциде, в этнических чистках. Меня много Вы в в чем противовес не должны представить свои Ну, аргументы? я сказал, если есть материалы такие, их Ну, надо почему обнародовать, если? зачем их Конечно, спрятать? есть. Зачем их Есть прятать? Вот я признание напомнил, самих где грузин, есть. Да. Ну, признание я о другом Шеварднадзе. говорю. Я не говорю, что их надо спрятать. Я говорю о том, что сомневаюсь, что это что-то дает в практическом смысле. Вот в чем я Вы говорю. знаете, Сергей Миронович, в 90-е годы, вот я вам напомню, в 98-99 году было два разных подхода вообще к референдуму о независимости. Вот мы сегодня говорим об очень важных вещах, Ира, спасибо вот тебе, потому что все это говорится в кулуарах, но вот когда-то это надо озвучить. В 90-е годы. Значит, смотрите, кто-то считал, что не надо Только принимать коротко, акт ага. о государственной независимости. Например, вот можно увидеть наши работы, мою работу, например, тоже можно увидеть статью, где мы показывали России, что она самоустраняется из региона. А с другой обоснование стороны, какой был, аргумент какой был у тех, кто говорил, что не надо принимать акт? Так, вот, как- например, была позиция, вот наша позиция, что общее государство потерпело полный провал, полный крах. А была позиция, например, известного политика тоже у нас, который говорил, что, вы знаете, он и в 98 году предложил концепцию общего государства, и в 99 году предложил нам концепцию вообще детально, шикарно расписанную, но она работала против нас. Общего государства со столицей даже в городе Тбилиси. Какая была аргументация? Вот мне сейчас наш разговор вот напоминает те времена. Аргументация была такая, что мы никогда не получим международное признание. Поэтому надо соглашаться на общее государство. А мы говорили о том, что у нас нет выбора. Мы должны добиваться независимости.